Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амши Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В Сухуми простились с мастером спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженным тренером Абхазии Ахиллесом Маврофиди. Цель изучения вопроса повышения стоимости входных билетов в Новоафонскую пещеру и на территорию Рицинского реликтового парка. Администрация Учимчирского района и Алнашского района Удмуртской республики подписали соглашение о сотрудничестве. Правительство Республики России одобрило протокол о беспошлинных поставках пропана в Абхазию. Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами был предложен Минэнерго и согласован с МИД России. После переговоров с абхазской стороной документ подпишут от имени российского правительства. В парламенте состоялось заседание специальной комиссии Народного собрания по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. Члены комиссии и депутаты парламента Астамур Герхелия, Бадрик Пилия, Батал Джопо и Алмаз Акаба встретились с представителями туристических объектов. Репортаж Рады Чичава. Главная цель созданной в 2022 году комиссии – всестороннее изучение вопроса повышения стоимости входных билетов в Новоафонскую пещеру и на территорию Рицинского реликтового парка, а также обсуждение проделанной работы. Руководитель Рицинского реликтового парка Адамур Богателя рассказал, что цена на входной билет не поднималась с 2014 года, а хозяйственных работ, необходимых для поддержания парка, очень много. Поэтому повышение стоимости билета, утвержденное в 2022 году, по его мнению, полностью оправдано. Наша деятельность вообще, она природоохранная. Природу надо охранять. Охранять бесплатно не получается. Тот же ГСМ, тоже обмундирование. У нас по обходам, по 7 лесничествам стоят дома-кордоны. Люди на круглосуточной основе дежурят. Помимо охранных функций, обслуживание природных памятников и всего комплекса сооружений, по словам Богателя, обходится недешево. Отдельной проблемой являются также природные катаклизмы и обвалы дорог. Всем бетонным конструкциям, сооружениям по дороге в виде подпорных стен им по 70-80 лет. Что и свидетельствует прошлогодний факт: обвал дороги с подпорной стеной на 8-м километре, хотя это не является территорией парка. Мы, как помню, Стелла Владимировна, потратили туда около 9 миллионов рублей. В прошлом году обвал дороги на 40-м километре вместе с подпорной стеной. Мы потратили туда 17 миллионов. Тут же на следующей неделе дальше обвал пошел по периметру озера. Сейчас конкретно занимаемся, в ближайший месяц мы должны это устранить. Адамур Богателя подчеркнул, что повышение цены на билет обосновано как многими проблемами, которые приходится решать, так и необходимостью развития парка, поддержанием в надлежащем виде всех 9 тысяч квадратных километров. Также Богателя отметил, что посещаемость парка неуклонно растет, и повышение цены на билет на этом не отразилось. Для обеспечения безопасности туристов необходимо и техническое оснащение, например, снегоупорочные машины. Кроме того, нужно решать коммунальные проблемы. Благодаря приобретенной технике в 2021 году в зимний период парк принял свыше 40 тысяч посетителей. Главный бухгалтер заповедника Стелла Абгаджава также рассказала о распределении средств. 100 рублей идет в администрацию города Гудаута, 210 рублей идет в бюджет и в небюджетные фонды. По анализам прошлого года. 100-110 рублей уходит на благотворительные фонды. Вот тут и оборона, и все вместе. В распоряжении Рицинского парка остается 280 рублей от 700 рублей. И вот эти 280 рублей мы и зарплата, и ГСМ, и дороги, и подпорные. Заместитель директора Рицинского парка Энвер Лакирбая также детально рассказал о существующих проблемах организации работы и расходах парка. Он отметил, что проблем, которые требуют решения, много. При этом не все проекты, планировавшиеся в 2022 году, были реализованы. Одна из важных проблем в парке – это то, что у нас, наши очистные сооружения не работают на должном уровне. И, к сожалению, с теми ресурсами, которые есть в парке, нам тяжело что-то сделать, что-то исправить. У нас с 2021 года были большие проблемы с дорогой,
Сейчас на данном этапе и 2021 год, и 2022 год отремонтировано, сделан ямочный ремонт практически всей дороги. Проблем очень много на самом деле. Это и проблемы набережных, и смотровых площадок, и всей прилегающей территории к озеру Рица. Представители Рицинского национального парка также отметили необходимость строительства многоуровневой парковки. По словам Энвера Лакирбая, существует и проблема с электроэнергией. Тариф на посещение Новоафонской пещеры также не менялся с 2014 года, а функционирование такого крупного туристического объекта требует больших затрат. Прежде всего мы ориентировались на что? Конечно же, и заработная плата имела значение, но самое главное – это наше сегодня техническое состояние, состояние Новоафонской пещеры. Мы, в принципе, принимаем из года в год почти одинаковое количество людей, предоставляем свои услуги. Сходя из этого, подняв цену, мы можем только выиграть. Что касается местного населения, конечно, в законодательстве нет таких вопросов, учитывающих там с местных столько-то, там с отдыхающих столько-то, но мы стараемся всегда идти навстречу, и все это прекрасно знают. Хочу уверенно вас убедить в том, что наше местное население от увеличения цен не пострадало. Руководитель объекта также отметил, что все последние годы инфраструктура пещеры работает на износ. Требуется замена старых рельсов, по которым туристы на поезде доезжают до входа в пещеру. У нас есть и железнодорожная команда, у нас главный инженер, который реально в теме уже работает больше 40 лет. Так что проблем предостаточно. Наше здание уже обветшало, где-то есть осадка, где-то есть крены, есть заключение технической комиссии, которые мы не можем не замечать и не слышать, так как мы работаем с гостями, с туристами, многочисленное количество людей у нас постоянно. И вид должны привести в порядок и техническое состояние, прежде всего, которое должно отвечать уровню безопасности современному наших туристов. По словам Мирона Чалмас, необходимых работ в Новоафонской пещере много. Повышение стоимости входного билета в действительности оправдано, ведь объект принимает громадное количество туристов каждый год, и техническое оснащение крайне важно. Также представители Новоафонской пещеры привели комиссии статистику посещения и отчет о доходах. На 30 тысяч человек мы обслужили в 2022 году, против 2021 меньше. И прибыль наша составила 103,5 миллиона. Это общая валовая. После уплаты всех налогов чистая прибыль у нас осталась 67 миллионов. Из этой чистой прибыли мы еще оказываем помощь, 30 на оборону, 10 Торчалу, и оказываем помощь, конечно, физическим лицам. Это порядка 3,5 миллионов. Это физлица и юридические лица. Аида Маршаня рассказала, что на запланированные на 2023 год работы необходимо около 27 миллионов рублей. 19 миллионов уже анонсированы, осталось оплатить порядка 8 миллионов. Все работы планируется завершить к концу мая. Заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр подчеркнул, что на объекте обеспечивается полная безопасность. Штат охранников работает в летнее время в усиленном режиме. В завершении встречи депутаты поблагодарили представителей туристических объектов за объективную информацию, за помощь городам Абхазии, а также обороны безопасности. Участники рабочей группы также выразили готовность оказывать содействие в решении проблем. Рада Чачава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Душанбе обсудили перспективу активизации взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Таджикистан. Советник-посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Дмитрий Кетия находится в Таджикистане с рабочей поездкой, сообщает медиацентр МИД. В ходе поездки Дмитрий Кетия встретился с представителями предпринимательских сообществ Таджикистана. Стороны обсудили перспективу расширения торгово-экономических связей, в частности, создания торгового дома Абхазии в Таджикистане. Дмитрий Кетия также встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан Семеном Григорьевым. Обсуждались вопросы активизации и расширения взаимодействия на уровне консульских отделов на базе посольств двух стран Абхазии и Таджикистана в Российской Федерации и оказания содействия в развитии торгово-экономических социально-культурных связей Республики Абхазия с Республикой Таджикистан. Министерство туризма проводит комплекс мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2023. Начали эту работу с посещения Галского района. Стоит отметить, что такая поездка состоялась впервые за 30 лет. О потенциале и перспективах самого восточного района Абхазии в репортаже Лауры Капш.
По приезду министра туризма Теймураза Хишпа в Галский район состоялась официальная встреча с главой администрации Константином Пиля, где были обсуждены перспективы Галского района в сфере туризма. Во встрече участвовали заместитель министра туризма Астамур Барцец и заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава. Константин Пиля проинформировал о работах, которые ведутся в городе, а также рассказал о достопримечательностях района. В советские времена с туризмом в Гальском районе было бы не очень, но сейчас то, что вы делаете, то, что мы тут в районе делаем, это даст новый импульс. Надеюсь, у нас все получится. Галский район очень интересен, есть разные красивые места, есть места интересные для посещения туристов, как само Генгурге-станция, есть на берегу у нас море, 19-километровая у нас прибрежная зона, там эвкалиптовые рощи, пепельный эвкалипт, там можно делать и кемпинги. Теймураз Хишба отметил, что приезд в Галский район планировался давно и подчеркнул, что Министерство туризма готово и будет поддерживать развитие района в сфере туризма. Хочу сразу отметить, что как только мы заехали на территорию Гальского района, подъехали к центру, где расположена администрация, были приятно удивлены тем порядком, чистотой, которая царит на улице. Я благодарю руководство района за это. Мы сюда приехали не просто так, не для галочки. Я считаю, что у Гальского района большие есть перспективы в сфере туризма. Можно возобновить и спортивный туризм. Это, я думаю, для первого шага это возможно. Далее, конечно, хочется отметить, что здесь особая природа на том же Гальском водохранилище. Чистейшая вода, очень богатая рыбой. Я думаю, это будет интересно для любителей экстремального вида отдыха, для любителей рыбалки. После официальной встречи глава администрации Галского района Константин Пиля провел экскурсию для представителей Минтуризма, и первый объект, который они посетили – Галское водохранилище, известное как Галское море. Строительство данного уникального объекта началось в 1961 году, а завершилось в 1987. Огромная территория заполнена водой. Во время Советского Союза здесь тренировались лучшие спортсмены по байдарочному спорту, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Также особо хочется отметить, что здесь проходили чемпионаты Советского Союза. Уникально это место тем, что, вы знаете, зимой все наши озера замерзают, но Гальское водохранилище на 2 градуса выше температура из-за течения. И потому здесь спортсмены имели возможность тренироваться круглый год. Также особо хочется отметить, что данное водохранилище очень богато рыбой, и любители активного вида отдыха, активного вида туризма могут здесь заниматься рыбалкой, спортивной рыбалкой. Мы должны все сделать возможное, чтобы наши гости, наши республики побывали здесь. Затем министр туризма Теймураз Хишпа посетил первую перепадную ГЭС, где на данный момент проводится полная реконструкция. По словам Константина Пиля, работы ведутся более месяца, и в ближайшее время перепадная будет запущена. Тут 3 турбины по 70 мегаватт каждая. Вот сейчас идет полная реконструкция, которая не делалась с 70-х годов. Большой период времени турбины отработали, и нужна была такая глубокая реконструкция. Вот сейчас Ингургэс ведет эти работы. Вся энергетика, которая вырабатывается Ингургэс, это тоже звенья одной цепи. Вся делится у нас 60 на 40. 40% электроэнергии выбирает Абхазия, 60% выбирает Грузия. И это перепадная в том числе. Специалистов хватает, насколько мне известно. Воды уже тоже достаточно. Сейчас пошли паводки, водохранилище наполняется, Джварское водохранилище наполняется. Сейчас проблем с водой уже нету. Но это были плановые работы, но они плавно перешли в глубокую реконструкцию. В ближайшее время они завершат. В селе Галхоч Творчалского района есть база Советского Союза по водной гребле, где раньше проводили спортивные сборы и соревнования. После войны все было заброшено, но местный житель Давид Тапагуа и его единомышленники превратили это место в небольшой туристический объект. Развить юго-восточную часть региона Самурзакан, Галского и Творчалского районов – главная цель предпринимателя. На Гальском водохранилище у нас есть 3 острова. Они также оборудованы, как и
Тут, как вы видите, у нас есть катера, на которых мы будем возить туристов по этим островам. Есть вдоль берега Гальского водохранилища находится Речкинская церковь. И с катеров можно увидеть красоту этого храма. И также живописные нетронутые места Гальского водохранилища. Также была проведена экскурсия по Ингургесу. Министр осмотрел зал управления, машинный и турбинный залы. Технический директор станции Гия Хубуа заверил министра в том, что в летний период проблем с электроэнергией не будет. После инспекции министр туризма Теймураз Хишба подвел итоги. В целом я очень доволен сегодняшней поездкой. Я хочу выразить благодарность руководству Гальского района в лице Константина Эдуардовича Пиля. Этот район имеет огромную важность для Республики Абхазия. Здесь живут очень теплые, гостеприимные люди. И мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном ее масштабе. Теймураз Хишба отметил, что для начала в районе можно построить объекты глэмпинга. Я думаю, прежде всего нужно заинтересовать наши экскурсионные фирмы, чтобы они начали маршруты сюда продавать. Есть места, где можно, я думаю, при поддержке руководства страны построить для начала хотя бы объекты глэмпинга, объекты для любителей активного отдыха. До недавнего времени очень остро стоял вопрос, я считаю, он основной, не только в Гальском районе, но и вообще по Абхазии, это вопрос безопасности. Как меня заверило руководство Гальского района, этот вопрос снят. И руководство района, руководство МВД, руководство СГБ делают все возможное, чтобы здесь протекала мирная, спокойная жизнь. Так оно и есть, мы в этом убедились воочию. В Галском районе отсутствует гостиничный фонд, но тем не менее здесь хотят и намерены развивать туристическую отрасль. Город Гал малоизвестен среди населения России и туристов из других стран, хотя в районе много архитектурных и исторических памятников, а также великолепные живописные пейзажи и нетронутые человеком места. Лаура Капш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В Сухуме простились с мастером спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженным тренером Абхазии, старшим тренером паралимпийской сборной России, руководителем спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллесом Маврофиди. Репортаж Адисы Сагария. Уроженец города Сухум Ахиллес Маврофиди в раннем возрасте перенес тяжелую болезнь. Несмотря на это, он связал свою жизнь со спортом. С именем Ахиллеса Сократовича связаны успехи российских паралимпийцев по гребле на байдарках и каноэ на международных и российских соревнованиях. За 12 лет спортсмены сборной завоевали в общей сложности 118 медалей. Спортивная общественность Абхазии и, конечно же, спорт Абхазии. И, безусловно, все спортивные организации нашей страны, они понесли серьезную утрату, большую потерю, что именно такой человек еще достаточно, как говорится, в хорошем возрасте, абсолютно, как говорится, не в старческом возрасте, ушел из этой жизни скоропостижно. Люди с такими, скажем, сложностями в спорте как бы очень сложно чем-то заниматься, тем более, что расти, развиваться по линии физической культуры и спорта. Ахиллес Сократович выбрал вид спорта, где как бы, в какой-то степени ноги меньше могли помогать. Таким видом спорта оказалась гребля на байдарках и каноэ. Долгое время, конечно же, этим занимался. Это упорный труд, это целеустремленность, это настойчивость, безусловно, определенное терпение, иногда через боль, через силу. Но он смог добиться того, что стал мастером спорта Советского Союза. Ахиллес Сократович многое сделал для развития этого вида спорта и блестяще проявил себя как наставник, воспитав целую плеяду талантливых гребцов. Он вложил огромный труд в меня, дал очень много
таких жизненных и тренерских советов, которые по сей день я в будущем этим буду пользоваться. Огромная потеря для вообще спорта, для ребят, с которыми работал, с которыми общался. Ахиллес Маврофиди занимался и организаторской работой, возглавлял комитет по параканое и спортивный отдел Союза инвалидов России. Работал тренером сборной команды в начале города Сухум, потом сборной Абхазии. Был одним из тренеров сборной Грузии. А в конечном итоге он был тренером юниорской сборной Советского Союза. По словам его учеников, он обладал такой внутренней энергией, что он мог сплачивать людей. Ахиллес Маврофиди внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта Абхазии. По его инициативе была создана абхазская команда лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по мини-футболу, которая становилась многократным победителем и призером международных турниров. На протяжении 11 лет также по инициативе Маврофиди проводится международный турнир по мини-футболу на Кубок Победы среди инвалидов-ампутантов. Его жизнь – это пример верности своему делу, ответственности и честности. Он колоссальную работу проводил, за что мы все, честно вам скажу, очень его уважаем, ценим и любим. Да, и сейчас говорить о нем в прошлом времени даже как-то в сознание пока не приходит. Светлым, добрым, по-настоящему преданным спорту человеком останется Ахиллес Маврофиди в памяти близких людей, друзей и коллег. Энергичным, молодым, жизнерадостным, добрым. И в каждом человеке, видящем своего не только друга, брата, сестру. Отец мой был и есть для меня, остается, он останется для меня всегда таким. Провести в последний путь Ахиллеса Маврофиди приехал из Москвы певец и композитор Георгий Лысенко, автор марша футболистам, написанного на Кубок президента футбола среди инвалидов, который проходил в Москве. Заполнены трибуны стадиона, и снова начинается борьба. У мужества особые законы, у мужества особая судьба. Только вперед, отступать не годится, только вперед, ведь победа близка. Стойкостью вашей Россия гордится, мужеством вашим гордится страна. И таким был Ахиллес Сократович всю свою жизнь. И в это время, я думаю, от нас уходит это милосердие, доброта с этим человеком, потому что он мог понять любого человека, он был супердипломатом, он мог выслушать любого. И из любой такой ситуации он все равно вышел бы победителем. Такие люди, они рождаются нечасто. И что он входил в сборную Советского Союза, как инвалид, но входил как здоровый, как он на руках по лестнице в Волгограде поднимался. На одних руках. Очень был хороший человек. Невероятная сила воли и жизнелюбия помогли Ахиллесу Маврофиди не только адаптироваться к собственным ограничениям и добиться выдающихся спортивных результатов, но и стать примером для многих людей. Его уход из жизни, безусловно, большая потеря для спортивной общественности Абхазии. Адица Сагари, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Между администрациями Очимчирского района и Алнашского района Удмуртской республики подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны выразили готовность взаимодействовать в области культуры, туризма, сельского хозяйства, образования и спорта. Все детали в материале наших коллег из Очимчира-Информ. Очимчиру с официальным визитом посетила делегация из Алнашского района Удмуртской республики. Среди почетных гостей глава Алнашского района Алексей Семенов, первый заместитель главы Валерий Соловьев, представитель сообщества предпринимателей Михаил Мечин, а также председатель Ассоциации работодателей Удмуртии Григорий Стрелков. В рамках визита состоялась встреча с представителями руководства Очимчирского района во главе с Бесланом Бегвава и депутатами районного собрания. Обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сферах культуры, туризма, образования, спорта, сельского хозяйства и других направлений, а также согласовали дорожную карту реализации подписанного соглашения. Так, я считаю, что наше соглашение будет носить только добродружественный характер. Добро пожаловать. Подобные встречи представителей власти двух районов братских республик – это еще один из оптимальных способов наладить взаимоотношения, в том числе бизнес-характера, и перенять опыт передовых регионов, прокомментировал глава Очимчирского района Беслан Бегвава.
Обмен опытом, в первую очередь, и организовать турпоток к нам, именно в Очамчирский район. Также обменяться опытом по сельскому хозяйству, провести, наверное, какие-то учения, как у них обрабатываются земли. У них идет обработка практически всех земель, порядка всех 100%. Ну, набраться опытом. Ну вот мы сегодня узнали, что у наших друзей имеется патриотический лагерь. Детишки, что приезжали к нам, наших отправлять, наверное, туда на летний период или там весенний-летний период. Пока еще у нас график не составлен, но мы к этому идем. Районы у нас примерно по объему одинаковые, по численности, поэтому я думаю, что нам есть чем поделиться. У нас успешно очень развито сельское хозяйство. Мы очень хорошо поддерживаем детский и взрослый спорт. Я думаю, и в том числе наших детей как-то будем поддерживать в этом направлении. После официальной части мероприятия гостям показали красоты природы Очамчирского края. Делегаты выразили признательность за радушный прием и отметили, что у района огромный туристический потенциал. Для меня это новая поездка в Абхазию и новое знакомство. Удивительная природа, а самое главное, удивительный народ. Народ, который хранит традиции, знает свою историю, у них прекрасное будущее. А мы, удмурты, наша Удмуртская республика, город Ижевск, всегда вас поддержим. Я впервые здесь, у вас в гостях, и перейдя границу, я ощутил эту мощь, эту красоту природы, но я еще не знал самого главного, это самая гостеприимная республика. И мы здесь вместе дружно подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. И, конечно, желаем, чтобы это не осталось только на бумаге, но мы небольшими шагами, реализовывая небольшие проекты, есть уже зарисовки у нас, что мы здесь будем делать, каким образом пойдем маленькими шагами. Но это будет движение только вперед. Гостей ознакомили не только с туристическим, но и сельскохозяйственным потенциалом района. Делегация посетила центральную набережную, стадион имени Виталия Дороселя, Илорскую церковь, Мокский храм, после чего совершила ознакомительную поездку по Очамчирскому району. Анжела Убилава, Валерия Лакербая, Гия Джопова, Очамчира, Информ. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» провел открытое собрание по итогам работы за прошедший год. За это время было оплачено 72 курса лечения 62 подопечным фонда. В ходе акции «Спасем жизнь вместе» на лечение тяжелобольных детей было собрано свыше 16 миллионов рублей. На собрании выступили учредитель фонда Беслан Шакая и директор Мактина Джинджолия. Кроме того, прошла церемония награждения милосердных абонентов, а также партнеров и благотворителей фонда. Репортаж с отчетного собрания культурно-благотворительного фонда «Ашана» смотрите в нашем эфире 21 апреля. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 21 апреля на территории Абхазии ожидается облачная погода. До второй половины дня дождь, возможно гроза ближе к вечеру, осадки прекратятся, туман, температура воздуха ночью 7-12, днем 10-15 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.